Электронная база данных, да? Мы вела департамент новую программу. Вот мы по ней работаем уже неделю. Полностью она у нас нормально работает. Полностью то, что пришедшие медикаменты, они приходят с QR-кодом. Этот QR-код индивидуальный для каждой больницы. То есть те препараты, которые у нас есть, в других с таким QR-кодом не выходят. И полностью по требованию отделения сканеры мы отпускаем, сканируем. Это все регулируется и проверяется в базе данных Департамента лекарственного обеспечения. То есть лишнего ничего нету с истекшим сроком или там без сертификата таких препаратов нету. Все фиксируется, проверяется. У каждой аптеки есть свой логин и пароль, индивидуальный. Каждый раз запрашивается свой защитный код, он всегда меняется. Запрашиваем список. Здесь выходят именно те лекарства, которые имеются у нас в аптеке, именно у нас в аптеке. Для примера я сейчас вытащила из сейфа 7,5 миллиграммов номером 20 таблеток. Заранее мы уже наклеили QR-код на каждый препарат и уже занесли в эту базу. Сейчас я покажу просто продажу. Вся информация выходит, то есть вот QR-код, штрих-код препарата, само наименование лекарства и его срок годности. Электронная база данных, которая была с 2015 года у нас создана, и созданы классификаторы-справочники. Классификаторы-справочники, они международные. Только то, что зарегистрировано, может быть ввезено на территорию Кыргызской республики. Во время регистрации определяется то есть относится лекарственное средство по классификаторам-справочникам, распределяется. И эта информация у нас содержится в базе, в реестре, который находится на сайте Департамента лекарственных средств. Все пользователи, все производители и представители производителей, все зарегистрированы в этой базе. Есть отдельный справочник производителей, отдельный справочник импортеров, которые имеют лицензию. И у каждого есть свой логин, пароль, свой доступ. И система дает возможность отследить действия каждого пользователя. Что он сделал, когда сделал. С момента ввоза в страну до конечного потребителя, поэтому здесь движение отслеживается. На упаковке наносится QR-код, который содержит всю информацию о лекарственном средстве, его серию, название, дозировку, производителя, срок годности и номер партии. При считывании этого QR-кода уже в систему поступает информация, что это лекарство поступило в страну, оно дальше передано, например, такому-то дистрибьютору, дистрибьютор передал в такую-то аптеку, либо в больницу, и больницей была передана в отделение, а дальше уже пользователю, пациенту. Также эта система содержит цены на лекарства. Если лекарство подлежит регулированию, есть постановление правительства, в соответствии с которым часть лекарств подлежит регулированию, то система не дает возможности продать по цене выше, чем та указанная, определенная департаментом. Поэтому дальше уже не дает продавать дороже, чем определенная цена. Поэтому в этой части нам легче будет проводить мониторинг цен на рынке, потому что много аптек, столько людей, сотрудников нет, ресурсов не хватает, поэтому система поможет нам проводить мониторинг при ценорегулировании. Есть мобильное приложение, считывается QR-код на этом лекарстве, и если в системе не обнаруживается, получается, что это неофициально завезенное лекарство, которое не прошло никаких процедур. И по геолокации поступает в систему информация, что в такой-то аптеке найдено контрафактный препарат, например, и наши сотрудники выезжают на проверку. Вот в распоряжении указано,